Добрый день, Константин Васильевич. Добрый день. Подходит к концу 2025 год. Год интересный, занимательный, полный событий. С чем мы подходим к концу этого года? Надо отметить, что у нас, в принципе, каждый год получается весьма насыщенным на мероприятия, да? На различные форумы, конференции и так далее. Ну и 25-й год, конечно же, не стал исключением. Следует отметить, что у нас прошли достаточно крупные мероприятия по линии Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, в апреле месяце у нас прошел Всероссийский съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где активное участие принимала и делегация Республики Саха-Якутия, которая, как всегда, была многочисленная. И, как вы знаете, у нас был избран новый президент Всероссийской ассоциации. Им стал Александр Вячеславович Навьюхов, человек известный, который в течение многих лет является лидером коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И сейчас замещает должность сенатора Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. И вот он на прошедшем съезде был избран новым президентом после Литкова Григория Петровича, который уже в течение 12 лет руководил нашей Всероссийской ассоциацией, и который за последние годы тоже внес очень большой вклад, в том числе вот совершенно недавнее, если вспомнить, достижение ассоциации, это принятие закона о рыболовстве, в соответствии с которым со следующего года будет отменен беззаявительный принцип для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, предыдущие, то, что добились права на традиционную охоту, которая была заложена в федеральном законе, статье 19 об охоте, наконец-то удалось реализовать и добиться механизма, чтобы представители коренных малочисленных народов Севера получали отметки в охотничьих билетах с тем, чтобы свободно реализовывать свое право на традиционную охоту. Кроме того, в марте Министерство труда и социального развития Российской Федерации утвердило стандарт. Мы в течение многих лет говорили о том, что у нас чумработница официально никак не прописана в стандартах профессиональных. И сейчас у нас появился новый стандарт работник кочевого жилья. Соответственно, они получают определенные гарантии, государственные гарантии защиты, и тем, чтобы трудиться в качестве чумработниц официально уже. То есть ранее у нас они оформлялись как оленеводы, там еще кто-то. Сейчас все это официально, и они могут спокойно совмещать это. Мы понимаем, что роль женщины очень важна, особенно в оленеводстве. И, конечно, очень некомфортно, наверное, было, да, когда наши, скажем, чумработницы, наши хозяйки чумов не были официальным образом оформлены. Это тоже большие достижения вот Российской ассоциации. Что касается нашей ассоциации, помимо этого мы приняли участие и во всероссийской выставке «Сокровища Севера», которая проводится ежегодно. И в этом году была как раз юбилейная выставка, 20-я. И впервые за все это время делегация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия заняла первое место, участвуя в этой выставке. И тоже считаем большим достижением. Помимо этого у нас традиционно состоялись крупные республиканские мероприятия. Мы провели съезд оленеводов. И это очень знаменательно, поскольку вот в течение последних лет
Ну, так складывалось, что Союз оленеводов, ну, фактически не работал после, ну, скажем, ухода предыдущего президента Союза оленеводов. И сейчас надеемся, что с этого года вот, ну, будут хорошо, поступательно работать совместно с нами, с Ассоциацией коренных масс народов Севера. И наш союз профессиональный, очень важный. Кроме того, мы провели полярные вещи. У нас, как вы знаете, помимо 5 коренных масс народов Севера, в нашей ассоциации активно принимают участие и русские арктические старожилы, которые нашим республиканским законом приравнены в правах к коренным масс народам Севера. И очень активно они отработали, и в этом году провели полярная вещь, свой съезд русских арктических старожилов. И я надеюсь, что как бы проведение, вот объединение вот этого съезда даст новый импульс в работе русских арктических старожилов. И, конечно, в этом году, когда мы были на мероприятиях, также активно принимали участие в Исехе Ланхо в Нерюнгринском районе. Ассоциация туда вывезла представителей, ну, мы постарались вывести представителей не только венкийского народа, который исконно проживает на территории Нерюнгринского района. Мы вывезли большую делегацию, где были представлены все народы коренные массы народов Севера, в том числе русские арктические старожилы. И когда глава посещал наше Тюльге, северное Тюльге, он сразу отметил, говорит, я сразу заметил, что русские арктические старожилы вместе с вами празднуют Исеха Ланхо. Это было очень приятно, что глава республики Арсений Сергеевич отметил этот факт сразу же. Следует отметить, что в этом году мы наконец-то, в том году, в 2024 году по различным причинам нам не удалось провести молодежный суклан. Были объективные сложности, поскольку руководитель молодежного совета уехал в район, и фактически деятельность правления молодежного совета была приостановлена. И в этом году мы, наконец, при поддержке акционерной компании «Алроса» провели масштабный молодежный суклан, куда были приглашены представители коренных масс народов Севера, молодежи из всех районов проживания коренных масс народов Севера. Впервые в этом году мы его организовали на базе Малой академии наук, привлекли содержательной части Высшей школы инновационного менеджмента по определенным блокам, которые наша молодежь, наш совет молодежи, на которых сделал упор, и для них провели определенные мастер-классы, тренинги, курсы. Ну, а самым главным это было создание нового молодежного совета и объединение нашей молодежи с разных районов, разных людей, с тем, чтобы они почувствовали себя, что они могут реализовать свою инициативу, свою активность в нашем общественном движении. И через участие в работе молодежного совета, ну и я надеюсь, в последующем из них кто-то свяжет свою жизнь, в том числе с деятельностью общественной организации нашей Ассоциации коренных масс народов Севера. И по итогам молодежного суглана были определены 5 победителей. По договоренности с Федеральным агентством по делам национальности мы одну из победительниц направили для участия в финальном этапе школы общественной дипломатии. Это федеральная программа, которая готовит путем отбора молодежь с разных уголков России. По договоренности мы договорились, чтобы по итогам молодежного суклана победитель также принял участие на финальном этапе школы общественной дипломатии. И она приняла участие. Кроме того, мы ведем переговоры с тем, чтобы один из победителей поехал в составе делегации Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по делам национальности, с Министерством иностранных дел России для участия на каком-либо международном форуме. Пока это в наших наметках есть, надеемся, что это будет реализовано при поддержке федеральных органов власти, при поддержке республиканских органов власти, и, соответственно,
с участием акционерной компании «Алрос» такой проект. То есть это будет или постоянный форум ООН по вопросам коренных народов, который проходит ежегодно в Нью-Йорке, или заседание экспертного механизма по правам коренных народов, который традиционно проводится в Женеве летом. Вот на какой-то из этих форумов мы повезем, ну, то есть отправим для участия представителей нашей молодежи. То есть помимо этого, конечно, у нас очень активно работает Совет старейшин Татьяна Васильевна Сивцева. Она ведет очень большую работу в части поддержки участников специальной военной операции из числа коренных населенных Севера. Периодически усилиями наших старейшин готовятся специальные наборы, которые в индивидуальном порядке адресно отправляются нашим участникам, которые участвуют в зоне специальной военной операции. Кроме того, она очень активно проводит конкурсы, различные конкурсы, там мастериц, там, и так далее. Там. Ну, то есть масштаб работы у них тоже очень большой. Кроме того, с мастерами, с нашими мы активно работаем. На 9 августа мы проводили конкурс мастериц. Кроме того, конечно, традиционно мы проведем его, и вот скоро 12 декабря в рамках празднования Дня Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики мы проведем также конкурс наших мастериц, который год из года проводится традиционно. Я надеюсь, что это тоже будет достаточно весомый результат. Мы не забываем, конечно, и про наших старейшин. Стараемся, чтобы наши юбиляры из числа коренных малочисленных народов Севера также мы традиционно поздравим их в рамках празднования 12 декабря. Помимо этого мы при участии Государственного собрания Илтумен, то есть даже не участие, а основной, наверное, организатор выступил Государственное собрание Илтумен Республики Саха-Якутия по организации юбилейных мероприятий, посвященных нашему духовному лидеру, почетному президенту ассоциации Андрею Васильевичу Кривошапкину. Правительство тоже очень большую поддержку оказало. Министерство, ведомство, практически все были вовлечены для организации больших юбилейных мероприятий Андрея Васильевича Кривошапкина. Кроме того, у нас есть и Союз учителей родных языков, который тоже активно участвует в деятельности в этом году. Пока мы готовим по их заявке к изданию книгу про педагогическую династию Никитиных. И надеемся тоже, что сейчас уже рукопись готова. Ждем только, когда у нас будут определенные финансовые средства, тогда мы, конечно, сразу направим, то есть издадим книгу. Кроме того, мы стараемся со своей стороны, чтобы у нас 6 общественных организаций этнических, чтобы они осуществляли свою деятельность общественную. Также со стороны Республиканской ассоциации мы оказываем финансовую поддержку благодаря соглашению с акционерной компанией «Алрос». Те средства, которые мы получаем, большую часть стараемся давать нашим общественникам с тем, чтобы они реализовывали свои проекты, те проекты, которые они считают важными, значимыми для своих народов. Мы стараемся это дело поддерживать. Если вкратце так обрисовать итоги деятельности ассоциации. Константин Васильевич, по роду своей деятельности вы часто бываете в северных районах, улусах. С какими вопросами и проблемами чаще всего обращаются к вам жители? Я знаю, что это очень часто вопросы взаимоотношения с промышленными компаниями. Безусловно, это ни для кого не является секретом, то, что у нас в республике сейчас идет интенсивное промышленное освоение. И многие промышленные компании уже не ограничиваются деятельность южными районами, центральными районами. Многие промышленные компании уже давно, в течение ряда лет, работают и в северных, арктических районах. И, безусловно, это очень серьезный вопрос, поскольку люди, которые беспокоятся, при этом это не вопрос каких-то
мифических там платежей, там компенсаций, хотя и эти вопросы тоже поднимаются, но главный вопрос уважения пришедших промышленных компаний к местному населению, в том числе и к представителям коренных малых народов Севера, поскольку это в первую очередь вопросы экологии, сохранения окружающей среды, да, и это вопросы, которые стоят для наших народов на первом месте, поскольку традиционная хозяйственная деятельность напрямую зависит от состояния окружающей среды, от состояния экологии. И, безусловно, в том числе вопрос уважения, когда промышленные компании приходят, я стараюсь их убедить с тем, чтобы они в первую очередь встретились с населением, рассказали о своих планах, проектах. При этом надо отметить, что многие крупные промышленные компании, приходя работать на ту или иную территорию, в принципе, так и поступают. То есть встречаются с населением, узнают проблемные вопросы, в том числе местные, да, то есть, кроме того, они рассказывают о своих планах и стараются максимально уверенно рассказать, что они планируют деятельность, как планируют организовать деятельность. И это на самом деле положительные примеры, о которых мы должны рассказывать, в том числе для того, чтобы многие небольшие и средние компании взяли себе это как правило. Поскольку это во многом упрощает последующие взаимоотношения. Мы видели в нескольких местах, когда промышленные компании поначалу отказывались от общения, и это всегда приводило к сложностям, особенно если это касается каких-то крупных или средних проектов. И очень отрадно, что большие компании показывают пример, как надо действовать. Мы также их приводим в качестве примера небольшим компаниям. Возьмем, конечно, когда промышленные компании бывает такое приходят, рассказывают, чем они будут заниматься, как это все будет обустроено и так далее. Но нашим жителям, простым оленеводам, учителям очень тяжело представить, как это будет выглядеть в реальности. И когда, допустим, возьмем село Тополиное, взаимоотношения с промышленной компанией Полиметалл, которая там работает, строит дороги, мосты и так далее, да. И она сама компания открытая, крупная, известная. И, конечно, они первым делом рассказывают, что они будут делать, как планируют и так далее. Но при этом очень трудно предположить, какой это будет масштаб, когда сотни грузовых автомобилей будут ездить по территории национального наследия, когда будет обустроен рудосклад. Простому человеку это достаточно сложно понять масштабы, объем работы промышленных компаний. Но, тем не менее, это дает свои плоды, поскольку открытость компаний, демонстрация готовности разъяснять, объяснять тоже большое значение имеет. В том числе мы работаем совместно с органами исполнительной власти, когда население поднимает те или иные вопросы. По Лёкминскому району очень часто выезжали одно время. Сейчас, благодаря в том числе и встречам с населением, промышленная компания, которая там работает, уже более-менее налажено взаимодействие с местным населением, с общиной коренных малых народов Севера, с оленеводами. И вопрос более-менее решен. Хотелось бы, конечно, чтобы с самого начала такие отношения устанавливались. Тем не менее, данная промышленная компания, допустим, сейчас уже планирует работать в Усмайском районе. И там уже отрадно видеть, что не повторяется прежних ошибок. То есть первым делом встреча с населением, встреча с общественными организациями коренных малых народов Севера, в том числе с представителями общин, честный рассказ о том, чем они планируют заниматься. И одним из первых шагов стало подписание о сотрудничестве не только с районом, но и с наследом, с Ижанским наследом. В том числе они пока без подписания соглашения, но уже оказывают поддержку и нашей районной ассоциации, то есть там определенные планы у них были, и они помогли их осуществить, скажем так.
Константин Васильевич, как по-вашему, насколько наши представители коренных малочисленных народов Севера сегодня умеют пользоваться такими инструментами, как законы, которые обязаны их защищать, права, обязанности свои? Тот же закон об охоте, 19 статья. Очень много же историй, связанных с охотой, в которых наши представители коренных малочисленных народов выглядят не в лучшем свете, их и судят, и бывает даже и сроки реальные получают. Как в этом случае нам защищаться, как пользоваться этими инструментами, которые вы нам даете? На самом деле, я вот по законам как бы скажу, да, немножко. Как вы знаете, у нас постоянный комитет по вопросам коренных малочисленных Севера и дела марки возглавляет Елена Христофоровна Голомарева. Кроме того, у нас в министерстве нашего представителя, в Министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера. Да? И мы регулярно, скажем так, собираемся, обсуждаем, что нам необходимо сделать для того, чтобы подготовить, внести какие-то изменения в законодательстве с тем, чтобы улучшить ситуацию с реализацией тех или иных прав коренных малочисленных народов Севера. И достаточно активно мы сотрудничаем, работаем, в том числе по статье 19 Федерального закона об охоте, который пока не получил, скажем так, по постановлению Конституционного суда Российской Федерации прямо указано в результативной части о том, что федеральным органам государственной власти надлежит то есть разработать соответствующий нормативно-правовой акт для того, чтобы представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока могли реализовать свое право на традиционную охоту. К сожалению, проект федерального закона, который был разработан, в том числе и с нашим участием, с участием Всероссийской ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, был принят только в первом чтении, и, к сожалению, пока дело застопорилось. Мы на региональном уровне, на республиканском, при участии Минэкологии была создана межведомственная рабочая группа. Мы разработали собственный республиканский законопроект с тем, чтобы наши представители могли свободно реализовывать право на традиционную охоту. Но, к сожалению, тот текст законопроекта, который был разработан этой межведомственной рабочей группой, скажем так, получил отрицательную оценку от отрицательное заключение от органов прокуратуры, управления Министерства юстиции, и он не был, скажем так, реализован. Но, тем не менее, надеемся, что так или иначе мы добьемся того, чтобы наши представители могли свободно реализовывать свое право на традиционную охоту. На будущий год мы будем смотреть в 2026 году, как будет реализовываться право на традиционное рыболовство, когда уже вступит бессоединительный принцип для наших представителей коренных народов. Будем отслеживать, мониторить ситуацию и по традиционному рыболовству. Надеемся, что там будет вопросов меньше, чем сейчас возникает по традиционной охоте. Есть не очень хороший пример, да, безусловно, и нам надо это признать. И поэтому сейчас вот Государственным собранием Милтумен был принят один закон, касающийся реализации права на традиционную охоту. Но ассоциация выступает, я как президент ассоциации, как уполномоченный, выступаю против принятия этого законопроекта. Он в первом чтении принят в Государственном собрании Милтумен, поскольку он не учитывает все категории жителей. То есть наши представители ведут свою деятельность в 22 районах. И если хотя бы в законопроекте не учтен хотя бы там 1 человек, 10 человек, я считаю, что такой законопроект не может быть принят. Константин Васильевич, я поздравляю вас с наступающим Днем Ассоциации. 12 декабря по традиции мы будем отмечать День Ассоциации. И, пожалуйста, несколько слов для сородичей. Я поздравляю всех представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия с грядущим Днем Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Это общественная организация, которая старается по мере сил объединять всех наших сородичей
в единое движение, с тем, чтобы каждый мог принять участие в этом общественном движении. Я надеюсь, что многие так или иначе вовлечены в нашу деятельность. Большинство наших сородичей знают о нас, знают, куда обратиться, наши контакты. И так или иначе мы должны продолжать эту деятельность, поскольку это объемнейший вопрос, то есть вопрос реализации прав, отстаивания тех или иных интересов наших народов. И мы, как и общественная организация, да, Ассоциация коренных малых народов Севера, должны ставить сложные вопросы перед органами власти, перед органами местного самоуправления, перед должностными лицами, с тем, чтобы добиваться наилучших результатов. Арджента Кен.